правды. Вот здесь, на этом экране, вы увидите ту историческую правду, документальную хронику, которую ничем не сожгешь. Я благодарен сегодня руководству Пионер кино, коммерческой организации, которая совершенно бесплатно пошла навстречу для нашего университета, чтобы в хорошем зале, в хорошем качестве показать этот фильм. Я вас очень прошу эти 2 часа не хорошего просмотра, а внимательно посмотреть этот фильм документальный. Отвлечьте от ваших телефонов, убрать их пока подальше. 2 часа ничего не случится с социальными сетями. Посмотреть внимательно и задуматься, просто задуматься. К чему может привести уроки забывания истории? Это очень тяжелый психологический фильм, если смотреть его внимательно. Для неискушенной психики, вот каким был я в свое время, в 1985 году еще, простым пионером, мы действительно вышли молча из кинотеатра в городе Симферополь и очень долго не разговаривали, потому что действительно были потрясены этим фильмом. Там есть сюжеты, такие, которые впервые тогда появились на экране. Например, сожжение книг в университете. Вы это увидите сегодня. Причем оно так обсмаковано эсэсовцами. Вот к чему приводит поругание исторической правды. И как вообще в такой стране, как Германия, образованной, высококультурной стране, образовалась такая гнойная рана, как нацизм. И самое печальное, что ведь эта рана не зажила. Мы видим сегодня, что происходит в Украине. Факельные шествия, также сожжение книг. Эсэсовская форма оделась сегодня в прибалтийских странах. Что это? Рецидив раковых опухолей или просто забытая историческая правда? Поэтому, уважаемые друзья, пожалуйста, внимательно посмотрите этот фильм. Я думаю, что это будет очень познавательно. Спасибо.